Так, добрый день, уважаемые коллеги. Как вы знаете, 21 ноября 2024 года в сети, интернет-сети появились выступления депутата парламента Республики Абхазия Кварча. В соответствии с этим заявлением, якобы в органах прокуратуры Республики Абхазия находится 20 дел, поступивших из контрольной палаты, которые содержат явные признаки хищений, и что по этим материалам не производится никакая работа, никакие мероприятия не проводятся. В этой связи хотел бы заявить, что эти сведения не соответствуют действительности. Ни одно обращение, поступающее в органы прокуратуры, не остается без реагирования. Я более того хотел бы добавить, что контрольная палата не направляет никаких дел в органы прокуратуры. Контрольная палата по результатам проведенных проверок направляет акты контрольных мероприятий и отчеты. Также хочу сказать, что за период деятельности, за период руководства именно Пертая Кахой контрольной палаты было направлено в адрес Генеральной прокуратуры 10 материалов. И даже по выводам самих аудиторов контрольной палаты, лишь по 2 из них были усмотрены признаки хищений. Информация, прозвучавшая в заявлении депутата Кварча о том, что в парламенте Республики Абхазия якобы в присутствии генерального прокурора руководитель контрольной палаты предъявил определенные претензии по поводу того, что не возбуждаются уголовные дела, также не соответствует действительности. Генеральный прокурор находится в тесном контакте с руководителем контрольной палаты. Нами организовываются и проводятся различные встречи, связанные с материалами, находящимися в производстве органов прокуратуры. И по ряду из них руководитель контрольной палаты выразил согласие с принятыми решениями. Более того, хочу добавить, что Генеральной прокуратурой, именно лично генеральным прокурором, было инициировано подписание соглашения между нашими ведомствами. И данный проект прошел все необходимые процедуры согласования. В настоящее время он готов к подписанию и направлен на то, чтобы улучшить качество взаимодействия наших ведомств. Я хотел бы отметить, что аудиторы контрольной палаты достаточно квалифицированные специалисты, и за период нашего взаимодействия мы видим, что они проводят достаточно объемную работу и большой массив финансовых нарушений выявляют, в том числе, которые подтверждаются уже в результате проведенных прокуратурой проверок. Но вместе с тем хотелось бы сказать, что есть разность подходов между контрольной палатой и Генеральной прокуратурой в той части, что в некоторых материалах аудиторы, работники контрольной палаты усматривают признаки преступления. Это в меньшей части касается хищений, в основном спорные вопросы возникают с ситуациями по фактам нецелевого расходования бюджетных средств. Мы готовы к совместному обсуждению с аудиторами и с руководителем контрольной палаты всех вопросов, которые возникают в ходе нашего взаимодействия, и готовы аргументированно ответить по каждому принятому решению. Более того, хочу сказать, что в настоящее время не по всем приняты, конечно, окончательные решения. Ряд материалов находится в производстве управления по надзору за исполнением законодательства. Ряд материалов находится в производстве следственного управления. Также
Считаем неуместным заявление о неком симбиозе между руководством Генеральной прокуратуры и руководителями силовых органов. Скажу, что цифры и статистика вещь упрямая, поэтому если проанализировать, мы об этом часто говорим в ходе наших совместных координационных мероприятий, о том, что уровень преступности за последние годы значительно снизился, и особенности это касается особо тяжких преступлений. И вот это взаимодействие, личные контакты никоим образом не помешало органам прокуратуры осуществлять надзорные функции, в том числе в этих учреждениях МВД, СГБ. И это, мои коллеги дальше об этом скажут более детально, подтверждается огромным количеством внесенных представлений, протестов и предостережений. В том числе и требования прокурора о привлечении к дисциплинарной ответственности исполняются, а также имеется ряд уголовных дел в отношении работников этих министерств. Теперь